Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. В Ижевске 17 часов. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Все главное сейчас». У микрофона Алена Арбалетова. Сегодня я, к сожалению, без своего соведущего бессменного. Сергей Рудольфович Заболоцких изволил отправиться в отпуск. Мы всей редакции пожелали ему отличного отдыха. Ну и, в общем-то, на вольных полях оказались здесь. Будем сегодня общаться с очаровательной гостьей. Позвольте, я ее представлю. Сегодня у нас в гостях директор централизованной библиотечной системы города Ижевска Гусева Светлана Юрьевна. Светлана Юрьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Почему говорю о вашем насыщенном графике сразу в начале программы? Потому что не секрет, вы сейчас готовитесь к большому масштабному фестивалю, который называется «Читай Ижевск». Мероприятие стало уже традиционным для нашего города, что очень приятно. У людей пользуется достаточно большим спросом. В общем-то, если посмотреть предыдущие отчеты о проведении фестиваля, посмотреть социальные сети, то все становится понятно. Друзья, всех сразу же хотим пригласить на этот фестиваль, тем более в рамках этого мероприятия к нам в город приедут самые разнообразные писатели. Они будут проводить встречи с читателями, подписывать книги, отвечать на ваши вопросы. Будет масса интересных площадок, обо всем сегодня будем говорить в рамках нашей программы. Ну, а пока, наверное, самый главный мой вопрос, в общем-то, какого числа вы стартуете? Мы стартуем 2 сентября. Шатер будет установлен на центральной площади. Пространство ее будет 1300 квадратных метров. И это будет библиотека современная, такой, какой, наверное, мы бы хотели ее видеть. Вот все наши, чтобы 23 муниципальные библиотеки были вот такими же наполненными, такими же разнообразными, как этот шатер, который мы... Что будет внутри? Внутри будет очень много чего интересного. В общем, условно мы разделили шатер на зоны. Такие зоны традиционные, может быть, для библиотеки. Это будет зона читального зала, где можно будет уютно посидеть с книгой, взять ее на выставке или купить ее у тех на книжной ярмарке, посидеть, почитать, послушать, просто побыть в этом пространстве. Будет зона детская, потому что чтение все мы родом из детства, и наша задача, чтобы наши дети учились и умели читать. Не знаете, как приучить чадо читать? Приходите семьями, всем найдется место. И бабушкам, и дедушкам, мамам, папам и малышам. Да, детская зона, она, конечно, будет насыщена мастер-классами, различными игровыми мероприятиями. У нас будет зона книжной ярмарки, и у нас будет зона антикафе, где можно будет поиграть в интеллектуальные игры, в различные, где можно будет послушать, в том числе и посмотреть лекции о звездах и окунуться в этот мир. Это уже от планетария будет отдельная площадка. Да, площадка планетария. И в зоне антикафе у нас будут завтраки. То есть для жаворонков у нас будут завтраки с интеллектуалами, завтраки с художниками. Можно будет с утра прийти, за чашечкой кофе узнать их секреты их жизни, их талантов. Задать вопросы И просто пообщаться, может быть, даже их потрогать, в конце концов, руками. Это сейчас модно тоже. И на центральной сцене, конечно, у нас будут, мы надеемся, грандиозные какие-то тоже мероприятия, в том числе концерты, в том числе встречи с писателями. А каких писателей в этом году вы пригласили в Ижевск на фестиваль? В этом году мы вели переговоры со многими очень, но свое согласие подтвердили Полина Дашкова, это писатель-мастер детективного жанра, и Юлия Кузнецова, она пишет больше для детей и юношества, у нее стиль несколько иной. Ну, я думаю, это будет весьма любопытно, друзья. Мы обещаем со своей, стороны, во-первых, сегодня провести викторину. В рамках прямого эфира об этой викторине я уже говорила. Будем дарить книги Полины Дашковой. За этими книгами вы можете смело приходить на фестиваль. Вход совершенно бесплатный для всех во все дни фестиваля. Полина Дашкова будет общаться с ижевской публикой 4 сентября. О времени мы сейчас уточним у Светланы Юрьевны информацию. За книгами, соответственно, 4 сентября. Вот в главный шатер мы вас приглашаем. Можно будет прийти, естественно, победителем, назвать свою фамилию, имя, там, может быть, предоставить паспорт или назвать последние цифры своего сотового телефона. Книгу вам выдадут, и
тут же со свеженькой, пахнущей еще типографией книжкой можно будет пойти к своему любимому писателю и, в общем-то, получить автограф. Ну, тогда не будем откладывать викторину в долгий ящик. Первый вопрос в рамках первой части программы прозвучит прямо сейчас. Ну, разумеется, вопрос будет связан с книгами, вопрос будет связан и с Полиной Дашковой. Сначала я, конечно, хотела сделать совсем какие-то банальные, простые вопросы, вспомнив о том, как у нас розыгрыши здесь на радио проходят. Многие слушают нас в автомобиле, пытаются лавировать там во время движения, пытаются как-то выбраться из пробок. В общем-то, не до этих розыгрышей, но все-таки осталась я верна себе. Поэтому вопросы такой со средней степенью, но не сложности, назовем это интересностью. Вот. В «Источнике счастья», знаменитая трилогия Полины Дашковой, использован популярный литературный прием. Наверное, этот прием известен с давних пор, вот как человечество стало писать книги, так и появились персонажи, которые наделены бессмертием. То эликсир молодости, то какой-то философский камень. Полина Дашкова ввела в «Источник счастья» этого персонажа, чтобы он на протяжении долгого-долгого времени оставался таким вот свидетелем в здравом уме и мог рассказать о том, что же с нашей страной происходило там на протяжении столетней эпохи. Теперь, внимание, вопрос. Назовите произведение с еще одним вечно молодым персонажем. И первая подсказка. Это произведение английской литературы. Все, пока умолкаю, думайте, где еще был вечно молодой прекрасный персонаж. Ну и подсказка достаточно прозрачна. Это английский роман. Звоните к нам по телефону 655-770. Делитесь вашими вариантами ответа. Ну и, в общем-то, мы с удовольствием победителю вручим книгу, а вы сможете уже получить автограф у любимой писательницы. Ну, следующий мой вопрос будет уже не касаться, естественно, фестиваля, не только о фестивале сегодня будем говорить. Хотелось бы спросить, а как вообще сегодня выживают библиотеки? Вот перед эфиром мы с вами выстроили четкую иерархию тех библиотек, которые вообще существуют на территории Удмуртской республики. Выяснили, что вы являетесь главой муниципальной сети библиотек. Что происходит сейчас с государственным финансированием муниципальных библиотек? Ведь не секрет, что в начале 90-х огромное количество библиотечных работников, не то что библиотек, а просто людей, которые всю жизнь там трудились, были поставлены на грань выживания, потому что зарплаты не платились, зарплаты были слишком низкими, и, в общем-то, даже, наверное, сам статус библиотекаря, он как-то пошатнулся, да, и в обществе к нему стали относиться, это же какая-то несерьезная работа, никуда человек не смог устроиться, стоит, книжки выдает. Что сейчас происходит с этим? Да, наверное, вы правы, что в 90-х вся страна переживала достаточно тяжелые времена, и поэтому неудивительно, что, наверное, библиотеки как-то на них перестали обращать внимание, есть и есть как-то, живут и живут себе тихонько. Но, наверное, нас те времена закалили, мне кажется, и мы, наверное, уже тогда, в общем-то, мне кажется, это началось именно тогда, что мы уже постепенно и потихонечку, сейчас это заметно в большей мере, и уже у нас определенный опыт в этом есть, и мы готовы им делиться, и, собственно, делимся на различных форумах, в том числе российского уровня. Мы тогда перестали быть просто хранилищами книг. Ведь библиотека, в которой не поступают новые книги и журналы, она становится действительно грустной и печальной. И профессия библиотекаря, начинает тут утрачивать свои позиции. Люди тут не виноваты. Люди не виноваты абсолютно. Но именно тогда мы, наверное, уже перестали быть чисто хранилищами книг, перестали быть просто быть готовыми выдать эти книги в пользование и начали понимать, что вообще-то нам надо создавать какие-то активности в библиотеках. И кукольные театры в библиотеках для детей вокруг сказки, когда дети становятся участниками составления сценариев, когда они становятся артистами, когда они сами делают эти куклы. Наверное, кукольные театры библиотечные, они еще из тех времен, наверное, начались. А сегодня библиотеки, я бы не сказала, выживают. Это грустно, это печально, это тоже как... Поменялась ситуация? Есть какие-то позитивные тенденции? Во-первых, по крайней мере, с библиотеками города Ижевска, с муниципальными, ситуация поменялась в том плане, что нас поддерживает администрация города. Уже последние несколько лет мы, в какой-то год больше, в какой-то меньше, но мы получаем книги из бюджета на комплектование фондов.
В этом году это 3 миллиона. Я понимаю, что, наверное, когда предыдущие несколько лет, например, если денег не было вообще, то эта сумма кажется небольшой. Но, с другой стороны, она достаточна для того, чтобы мы все-таки могли пополнять свои 3 миллиона на 23 библиотеки. И тут нужно еще понимать, что это не только на книги, это на приобретение копировальной или только на книги? Нет, это на книги, это на комплектование фонда. Да, пару лет назад нам было выделено порядка 4 миллионов на комплектование фондов наших библиотек. Другой вопрос. Вы наверняка покупаете книги напрямую у издательств. Есть ли для вас какие-то специальные условия, более льготные, нежели в розницу мы покупаем книгу, там средний чек 600-700 рублей сейчас. Может быть, для библиотек муниципальных есть какие-то льготные условия? Безусловно, мы работаем с издательствами напрямую и с московскими часто, хотя мы проводим различные, в том числе и котировки. Процедуры определенно у нас есть, но книги нам достаются, несколько дешевле, чем они на сегодняшний день стоят в книжных магазинах. Я вынуждена прервать нашу беседу. Одна из слушательниц написала нам ВКонтакте, что прослушала вопрос. Давайте попробуем еще раз повторить. Во-первых, телефон в студии 655-770. Он включен, он работает. Мы ждем ваши правильные ответы. А вопрос следующий. В источнике счастья Полина Дашкова использовала популярный литературный прием. Ввела персонажа, который наделен бессмертием и является свидетелем столетней эпохи. Назовите произведение с еще одним вечно молодым персонажем. Подсказка. Это произведение английской литературы. Подсказку номер 2 называть не буду, потому что если назову, мне кажется, тут будет шквал звонков, потому что все читали, тем более экранизировано не так давно. Было это произведение, вышло на большие экраны. Поэтому даже если кто-то не читал книгу, то, может быть, видел фильм. Друзья, звоните 655-770. Продолжаем. Итак, вы ведете определенную работу по изменению самого библиотечного пространства, добавляете какие-то новые функции, от того, что там можно, зайти воспользоваться Wi-Fi, напечатать какой-то документ, отправить электронное письмо, посмотреть, может быть, какие-то оцифрованные электронные издания. Это я как завсегдатай библиотек, я тут рассказываю, что вообще в библиотеке можно еще делать. Сегодня мы проводили мини-соцопрос среди наших коллег здесь в редакции. И, в общем-то, так получилось, что у нас далеко не каждый человек ходит в библиотеку. Конечно, когда мы учились в школе и затем в вузе, тогда в библиотеку мы ходили намного чаще. Но теперь реже. А как вообще заманить-то нас туда? Заманить туда, во-первых, можно любителям интернета зайти в интернет и открыть сайт муниципальной библиотеки города Ижевска и посмотреть, чем же они... Во-первых, сразу отпадет вопрос, есть ли они еще в библиотеке в городе. Во-первых, есть. Да, они есть, и их 23 библиотеки. Во-вторых, у нас происходит очень много интересного. И сегодня мы говорим, что библиотеки города – это пространство развития. То есть любой человек, как я уже говорила, дети найдут вместе с родителями сами, если они ходят сами в библиотеку, они могут найти много интересного для себя. То, что вы перечислили в том числе. Плюсом к этому у нас есть библиотечные театры. У нас проходит очень много различных мастер-классов для разных категорий и детей, для разных категорий читателей. Для взрослых у нас тоже есть... А какие мастер-классы для взрослых есть? У нас есть в одной из библиотек, например, клуб «Сударушка», и они там мастерят, они занимаются, у них там и декупаж, и из листочков, цветочков они делают разные картины, они к любому игольнице мастерят. В общем, там настолько творческий человек руководит этим кружком для тех, кому за. У нас есть, например, в библиотеке Некрасова, у нас есть по выходным, по воскресеньям у нас собирается молодежь и играет настольные игры. Не шахматы и шашки, хотя в эти игры тоже можно поиграть в библиотеках сегодня. А какие-нибудь экивоки, мафия, монополия и прочее? Да, и даже более сложные с фигурами, с картами, которые только чтобы ее расставить, надо несколько столов. И плюс вы активно представлены во всех социальных сетях, та же Некрасовская библиотека, друзья, можно найти ее на Фейсбуке и ВКонтакте, так что заходите, смотрите, может быть, захотите присоединиться к такому игровому вечеру. Да, нашими друзьями клуб «Что, где, когда» с Михаилом Эстриным, они тоже собираются в наших библиотеках, играют. Сейчас у нас в библиотеках, это больше для старшего поколения, но тем не менее мы обучаем компьютерной грамотности. Это очень важно. Да. Бабушки, дедушки должны смело открывать компьютер и уметь общаться по скайпу с внуками. Да, причем мы
уже лет 5, наверное, у нас разработан свой курс «Виртуальная бабушка», и мы за достаточно скромную плату обучаем этому делу наше старшее поколение, а пару лет уже мы участвуем также в программе федеральной. Это называется курс «Бабушка и дедушка онлайн», и мы учим здесь уже бесплатно, поскольку нам бесплатно поставлена техника, и уже это курс вот такой федеральный. То есть можно и этому научиться у нас в библиотеках. А привлекательным для молодежи, сегодня у нас же очень много творческих людей в городе, которые порой пишут что-то и хотят уже, доходят до какого-то периода, когда они готовы поделиться своим творчеством или как-то вынести его на суд более компетентных, на их взгляд, может быть, людей. И у нас много есть литературных клубов. Самый, наверное, мной любимый — это клуб путешествий дилетантов в русскую словесность. Он в библиотеке Некрасова, опять же, работает уже больше 15 лет. То есть там делаются и театральные постановки, там презентуют свое творчество молодые и не очень писатели, и поэты, и музыканты в том числе. То есть можно... А сейчас у нас еще развивается такая... Как это сказать-то? Что это такое-то? В общем, уже творческие жители нашего города, в том числе это могут быть подростки, они приходят, и то, что они умеют делать сами, красиво, творчески, они готовы этим делиться и проводить. То есть проводить мастер-класс. Да, и мы такие пространства им предоставляем. Прямо сейчас небольшая пауза, сразу после вернемся. Напомню, сегодня у нас в гостях директор централизованной библиотечной системы города Ижевска Гусева Светлана Юрьевна. Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. Русская служба новостей. Русновости.ру. Юридическая помощь в прямом эфире. У меня дочка имеет украинский паспорт. Как она может прописаться в этой комнате и прописать, может ли туда своих детей? Я хотел бы, чтобы ваш юрист уточнил срок давности по административным делам, в частности по ПДД. Есть участок и старый дом. Я могу построить там гостиницу и официально вести гостиничный бизнес. На все ваши вопросы ответят лучшие адвокаты. В программе «Народный адвокат» по будням после полудня на русской службе новостей. В 6 утра. Включаем первую передачу. Когда автомобили смогут говорить сами за себя, в студии Ford Mustang и Chevrolet Camaro. Доброе утро. 2 часа в машине, 2 часа о машинах. Ты хочешь сказать, что ты нам сейчас споешь? Я похож на человека, который вам сейчас споет. Я вам сейчас станцую. 2 часа плотного потока информации. Никогда не выбрасывайте квитанции. Через полгода приходят приставы эти, штраф не оплачен. Программа «В движении» с Игорем Сириным и Алексеем Шараповым. По будням на русской службе новостей. Русская служба новостей. Русновости.ру. Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. Друзья, мы продолжаем. Всем желаем доброго вечера. Солнышко за окном светит. Надеемся все-таки, что это тепло с нами останется надолго, хотя прогнозы не радуют. Но не будем о грустном, будем о хорошем. В гостях у нас сегодня директор централизованной библиотечной системы города Ижевска. Таковая до сих пор существует, развивается весьма активно. Это мы уже выяснили за первые 19 минут нашей программы. Ну а теперь время, наверное, повторить вопрос. Сегодня мы разыгрываем книги Полины Дашковой, которые вы сможете получить уже на фестивале «Читай Ижевск» 4 сентября и, возможно, подойти за автографом к автору. Итак, вот я решила первую часть вопроса больше не озвучивать. Люди путаются, волнуются, пишут ВКонтакте, что сложно. Давайте следующую тогда подсказку. Назовите произведение с вечно молодым и прекрасным персонажем. Это мужчина. Произведение английской литературы. И вторая подсказка. Герой меняется там лишь на картине.
Ну, по-моему, очень все прозрачно. Ну, как вам кажется, Светлана Юрьевна? Мне кажется, очевидно. Ну, очевидно. Я даже не говорю вот то слово, которое есть в названии этого романа, да, потому что я его заменила тут синонимом. Звоните к нам по телефону, если хотите с нами сыграть, 655-770. Позвонить можно всегда. Ничего страшного нет, мы не кусаемся. 655-770. Можно звонить в прямой эфир и участвовать в этой игре. Кстати, есть звонок у нас. Давайте попробуем пообщаться с дозвонившимся. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Как зовут? Наташа. Наталья, очень приятно. Ваш вариант ответа. Грей. Дориан Грей? Да. Вот Грей я услышала. Ну все тогда. Аплодисменты у нас сейчас звучат такие виртуальные. Спасибо вам за участие. А вы эту книгу читали? Я смотрела фильм. Вот, я же говорила, что многие видели экранизацию. Наталья, второй вопрос. А Полина Дашкова является вашей любимой писательницей? Или, может быть, одной из? Я еще не знакома, к сожалению. Ну вот как раз будет повод познакомиться. Мы вас еще раз поздравляем. Оставайтесь на связи, пожалуйста, трубочку не кладите. Совсем скоро мы с вами сможем поговорить, обсудить все детали, когда вы сможете получить честно заработанный приз. Друзья, не расстраивайтесь, у нас еще есть один вопрос. Кстати, он намного проще. Я его совсем скоро задам, и мы разыграем еще одну книгу. А я хотела бы спросить вот о чем у вас, Светлана Юрьевна. Насколько я знаю, в некоторых странах за рубежом, вот, например, в Штатах, есть такое понятие, как попечительная библиотека. То есть в библиотеке есть там совет попечителей, да, которые находят деньги, проводят какие-то благотворительные аукционы. Ну, в общем, за счет этих средств библиотека живет, развивается, пополняются ее фонды и так далее. У нас в России вообще подобное есть? И есть ли, например, подобные библиотеки у нас на территории Удмуртской республики? В России, наверное, такой опыт есть, а у нас в Удмуртии, когда-то, я знаю, в прежние времена были попечительские советы, и, к сожалению... Наверное, при крупных заводах, каких-то предприятиях. К сожалению, я работаю в библиотеке практически 28 лет. При мне в муниципальных библиотеках попечительского совета не было. Но я думаю, мы к этому уже приходим так или иначе. По крайней мере, если не пополнение фонда библиотек, то, по крайней мере, на книжный фестиваль мы находим много партнеров, которые, может быть, не приносят нам деньги в реальные, в сумках, в кошельках, не знаю, но которые, тем не менее, поддерживают нас и помогают, и... например, русская служба новостей абсолютно бесплатно для нас делает рекламу нашему фестивалю. Это же здорово. Это значит, что к нам придут новые читатели. Мы заядлые книголюбы просто на самом-то деле. Да. А кто еще вообще, чего только про нас говорит? Давайте поговорим вообще о том списке замечательных людей, организаций, которые вам помогают проводить фестиваль «Читай Ижевск». Например, ПИКОМ и его руководитель Григорий Коган, они нам сделали сайт. И в этом году у нас будет мобильная версия сайта читайижевск.рф. Можно зайти и посмотреть и программу, и новости, и фотографии. Они очень много нам помогли в информационном плане. Вообще в этом году, если в прошлом году нам приходилось искать партнеров, и как-то мы думали, кого же привлечь, кому это интересно, в этом году такого вопроса не стоит. К нам по сей день приходят и просят включить их в программу фестиваля, они готовы провести мастер-класс или показать свои книги. А людей ведь бесплатно делать не заставишь то, что им не интересно. Значит, это интересно городу, горожанам и... Не знаю, это вообще Сейчас восторг. Небольшая пауза, сразу после мы вернемся к нашему разговору и второй вопрос нашей книжной викторины. Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. Русская служба новостей. Русновости.ру. В 6 утра. Включаем первую передачу. Нас 2 недели не трогать. Мы ушли в аэродинамическую трубу. 2 часа в машине, 2 часа о машинах. Человек спрашивает, а что это? Не могу понять, много езжу, что за буква «Б»? 2 часа плотного потока информации. Мы либо берем машину и ездим каждую субботу-воскресенье на дачу, либо 7,5 лет мы ездим на такси туда. Тебе что нравится? Программа «В движении» с Игорем Сириным и Алексеем Шараповым. По будням на Русской службе новостей.
За гранью возможного. Северная Корея пока не произвела ни одного успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. За рамками понимания. Вот в Таиланде король не правит, он фигура чисто номинальная. Это не совсем так. За рубежами. Я не люблю вот эти теории, что это все американский заговор. По будням после 14 часов на русской службе новостей. Русская служба новостей. Русновости.ру. Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. Итак, друзья, программа наша продолжается. Сегодня у нас в гостях Светлана Юрьевна Гусева, руководитель централизованной библиотечной системы Ижевска. Мы говорим о фестивале «Читай Ижевск», который стартует 2 сентября, уже совсем скоро. Напомню, что одним из главных событий этого фестиваля станет встреча ижевской публики с писательницей Полиной Дашковой. Придет она и к нам в студию, очень ждем. Заодно разыгрываем книги ее авторства. Вот одну уже торжественно фактически вручили Наталье. На самом деле, за книгами приглашаем непосредственно на фестиваль. Есть у меня второй вопрос для тех, кто не успел поучаствовать в первой части нашей программы в викторине. Специально для вас возможность. В каком романе Полина Дашкова впервые обращается к историческому сюжету? Однозначного ответа, возможно, вы сразу не найдете. Да, в Википедию, которую вновь разрешили в нашей стране, можно пока что не обращаться. Я вам дам подсказку. Вам нужно интервью, которое Полина Дашкова давала, в общем, ведущей радиостанции страны. Я не буду сейчас называть, потому что это конкурентная радиостанция, поэтому просто вот таким образом. Вообще, сама по себе эта история была связана с драгоценным камнем. Для тех, кто, наверное, за творчеством Полины следит уже давно, это вообще не вопрос, это уже фактически ответ. В общем, ищите и найдете. Интернет вам в помощь. А потом звоните к нам по телефону 655-770. Ждем ваши правильные ответы. На кону книга от Полины Дашковой и приятные сюрпризы от русской службы новостей. А мы продолжаем наше общение. Мы уже поговорили о том, что библиотеки сегодня становятся такими многофункциональными, интересными центрами. Помимо этого, вы стараетесь все-таки использовать самые различные способы для пополнения своих фондов. У нас в студии появился наш новостник. Это все главный для меня, в общем-то, главная отмашка, что скоро реклама. Поэтому, наверное, друзья, еще раз напомню вопрос, номер телефона, и уходим на рекламу, а потом сразу новости. Итак, в каком романе Полины Дашковой впервые мы встречаем исторический сюжет? История была связана с драгоценным камнем, он был обнаружен на Урале в XVIII веке. Google вам в помощь. Телефон в эфире 655-770. Прямо сейчас реклама, не переключайтесь. Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. Друзья, программа «Все главное сейчас» продолжается. Сегодня мы говорим о предстоящем фестивале «Читай Ижевск». Он откроется 2 сентября на центральной площади нашего города. Там будет расположен огромный шатер. Заходите, вход абсолютно бесплатный. С программой можно ознакомиться на официальном сайте, а также в группах ВКонтакте и в Фейсбуке. В частности, я вот от себя хочу обязательно сделать такую мини-рекламу замечательному театру «Ле Партизан», что переводится с французского как «Единомышленники». Это первый, единственный франкофонный театр Ижевска, и сразу 2 постановки от них увидят ижевчане в рамках фестиваля. 4 сентября в 20:00 на центральной площади города смотрите поэтический спектакль «Бро». Он посвящен к 75-летию Иосифа Бродского. Я успела еще в мае его посмотреть. В общем, действительно, вещь очень стоящая, сильная, яркая, интересная, так что приходите обязательно. А 5 сентября в 19:00 состоится разговор о новаторской поэзии, и он продолжится спектаклем «Пощечина общественному вкусу». Еще одна очень сильная вещь. Друзья, пожалуйста, не пропустите. Тем более 5 сентября это будет уже суббота.
в 19:00 вполне можно прибыть на центральную площадь города. Евгений Кондаков все еще у нас в студии, поэтому не могу, Женя, у тебя не спросить. Скажи, пожалуйста, а ты вообще как к библиотекам относился? Вот у тебя есть какой-то светлый образ библиотеки? Вот мне, например, в своей жизни нравилось как минимум 3 библиотеки. Первая — школьная, вторая библиотека любимая — это, конечно же, 2-й корпус УДГУ, наша замечательная библиотека, огромный зал, причем я застала еще и старый, и потом уже новый после ремонта. И третья — это, наверное, Ленинская библиотека. Ну вот, причем я ее очень не любила поначалу. Мне, конечно, стыдно сейчас в этом признаваться, но это был какой-то кошмар. Я терялась, я туда приходила, я ничего не могла найти, потом все время из огромного списка литературы ничего не было. А потом я поняла, в чем там главная фишка. Мне подруга объясняла, Ольга Витошкина. Оля говорила так: тут не важно, сколько книг из списка ты найдешь. Ты понимаешь, ты приходишь вечером после уже лекций, за окном идет снег, а ты включаешь настольную лампу на столе. А мебель еще такая старая, красивая, такой желтоватый оттенок, столы покрыты лаком, огромные своды, огромные потолки, и ты вот раскрываешь книгу. И это кайф, говорила она. Ну, я потом как-то его распробовала. В общем, я книги очень люблю, и это, пожалуй, мои самые такие светлые воспоминания в библиотеках. Женя, у тебя есть какие-нибудь воспоминания, связанные Разумеется, с этим? Конечно же. Для меня библиотеки вообще были вот в детстве, вот юности, вот светом в окошке, можно сказать, и окном в мир за пределами, в общем-то, серого индустриального Ижевска. Потому что романы. Я за что не люблю Советский Союз, советскую власть, вот честно скажу, да, прежде всего, за одну, наверное, только вещь: не было книг. Их нельзя было купить. И почему в очередях стояли? Вот у нас бабушка всегда рассказывает, она всегда говорит: ты знаешь, вот твоя детская энциклопедия, сколько нам в очередях пришлось вообще стоять. А сейчас можно скачивать книжки просто гигабайтами, да, покупаешь себе электронную листалку, а тогда люди стояли несколько месяцев в очередях, в общем-то, как за стенками, за мебелью стояли, как за коврами, за хрусталем, кто-то за книгами. Книги были методом, как бы способом инвестиций, современным языком выражаясь. Некоторые люди их действительно вот использовали для того, чтобы дать кому-то почитать или подарить, и это было, в общем-то, тем же примерно, что, не знаю, там, гарнитур там югославской мебели, там, или, там, не знаю, там... Какие мы с вами старые. Мы сейчас про Женю и про меня говорим. Да, даже так, действительно, даже до этого доходило. Вот. А если вы бы видели сейчас, как сидит и слушает все это наш оператор, рука-лицо у него поза называется. Вот я помню, у нас через дом буквально была одна библиотека, она и сейчас, она переехала через несколько домов, сейчас она в другом помещении располагается. Она была взрослая, но я еще ребенком туда записался и ходил, потому что в детской библиотеке мне немножко не хватало того, что там есть, и там на многие книги надо было записываться в очередь. Да и далеко была ближайшая детская библиотека в соседнем микрорайоне. Вот. Потом, когда вот уже учился в университете, вот я помню эту атмосферу библиотеки Ленина, вот тогдашние вот эти вот кубики, которые выдавались номерами, которые надо было ждать, когда на табло загорится вот этот номер, и ты идешь и получаешь книгу, вот, которая тебе там нужна по учебе, или даже просто интересно самому почитать. Там было в этом что-то вот такое, что до сих пор с теплотой такое вспоминаю. Но это прошлое, потому что вот сейчас я в библиотеку хожу в основном только вот для того, чтобы поучаствовать в каком-то мероприятии. Вот год назад я передал, в общем-то, гости нашей студии подборку книг издательства Николая Филимонова. Есть в Москве такой человек, который на свои деньги создал издательство и издает книги современных поэтов. Очень интересных, которых я некоторых знаю лично, с некоторых заочно. В общем-то, книги некоторых просто уже изданы уже после их смерти. Даже вот такое тоже бывает. Вот. Вот так получилось, потому что сейчас книга не так нужна, как раньше. Она перестала быть той ценностью, как бы вот материальной ценностью. Она осталась ценностью духовной, ценностью интеллектуальной. Вот. Потому что вот перед нами сейчас в студии лежат вот эти вот ноутбуки открытые с интернетом. Откуда можно читать с тем же успехом? Вот, кстати, Светлана Юрьевна, а вы подружились с электронной листалкой? Вот? Нет. С этим специальным гаджетом, в котором можно перевозить целые библиотеки. Нет, я не подружилась с ней. Мне надо все-таки взять в руки книгу. Шорох страниц. Шорох страниц, магия какая-то. Это наедине с героями книги. Это для меня вот это важно. Надо мной смеются все друзья, но когда я отправляюсь в отпуск или просто выезжаю там к тем же друзьям на дачу, беру 2-3 книжки, мне все время говорят: ну купи ты себе, Арбалетова, уже вот электронную листалку и не мучайся. А я как-то вот
Я брала у друзей просто потестировать этот гаджет. Не понравилось, не пошло. Ну, это выбор каждого человека. Мы никого, в общем-то, не принуждаем. Не хочу сказать, что я вот целиком перешел как бы именно от бумажных книг к электронным. Конечно же, этого нет. У меня даже нет электронной книги. У меня есть смартфон, с которого читаю интернет, а не скачанные книги, если честно, значит, да. Мне это просто проще технически. Значит, ну и есть, конечно, экран, монитор, но, конечно, все эти вещи не очень удобны для того, чтобы читать дома, читать в постели, читать, допустим, там, на диване лежа. Ну и все-таки действительно перелистывать книги, это, может быть, это у меня рефлекс уже остался, может быть, это привычка, а может, все-таки это действительно удобнее. Поэтому все-таки, конечно, целиком на электронные носители я не перешел, бумажные тоже для меня существуют. Ну, слава богу, можно разговаривать с этим человеком. Итак, продолжаем нашу беседу. Я думаю, чуть позже мы еще раз вернемся к тому списку замечательных людей и организаций, которые поддерживают в этом году «Читай Ижевск», этот фестиваль. Я бы хотела спросить вот о чем. В июле этого года ушла из жизни руководитель Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, знаменитая иностранка в Москве Екатерина Гениева. Это человек-легенда в библиотечном мире. Кто не знает, кто такая Екатерина Гениева, я вам очень советую посмотреть выпуск программы, ну уже теперь архивной, «Школа злословия». Вот я совершенно случайно тогда наткнулась на этот выпуск, послушала. Меня восхитил этот человек. Она великолепный и маркетолог, и менеджер, и всесторонне образованный человек. Так вот, она успела еще посетить Ижевск не так давно, где-то года полтора, наверное, назад, чтобы быть точной, когда приезжала к нам сюда писательница Людмила Улицкая, вот вместе с ней приезжала Екатерина Гениева, и она проводила встречи с библиотекарями Удмуртской республики. На этой встрече я тоже присутствовала, довелось. И вы наверняка тоже были на той встрече. Если были, то вот, может быть, какие-то идеи пришли после нее, и, может быть, что-то сейчас вы активно воплощаете в жизнь? Ну, мы всегда следим за опытом коллег и всегда лучше стремимся, конечно, внедрять и у себя. Но вот если говорить по-простому, я, может быть, буду не точна в цитатах, но библиотека сегодня должна быть, по мнению Гениевой, секси. Да, была там такая цитата, я даже в Твиттер выкладывала. В ней должно, то есть человеку должно быть, у него должно быть постоянное желание в ней находиться, возвращаться, приходить. Правильно? По любому поводу. Любителю почитать, приходить за книгой. Любителю пообщаться, приходить за общением. Любителю поиграть, приходить поиграть. То есть мы стремимся к этому, и мне кажется, у нас это даже получается. А вот какие-то гранты, какие-то фонды вы берете на вооружение общение с ними? Ну и, в общем-то, наверное, это нехорошо. Но сегодня нет Сергея Рудольфовича, обычно такими словечками он бросается. Вы выколачиваете деньги из каких-нибудь частных фондов? Он бы спросил вот так. Ну, с частными фондами мы еще, может быть, у нас такого опыта еще нет, хотя библиотечная система... Нет, библиотека Некрасовой уже 55 лет истории своей насчитывает, юбилей мы тоже будем отмечать на книжном фестивале. Но, тем не менее, в свое время, когда-то, благодаря фонду Сороса у нас появился интернет-класс, боюсь соврать, где-то, наверное, 8 машин появилось, компьютерный класс оборудовали вот на эти деньги. А пару-тройку лет назад мы выиграли в конкурсе городских проектов. Периодически такие конкурсы проводятся в нашем городе. И мы благодаря им реализовали 2 проекта. Один был проект «Война и мир». И второй проект наш тоже выиграл в этом же конкурсе. Мы создали электронную Википедию. То есть вот у нас же много национальностей проживают в Ижевске. И вот о их культуре, о их традициях, обычаях мы создаем вот такой электронный ресурс на портале МБУ-ЦБС, тоже благодаря вот этим проектам. То есть, миллионами, может быть, сегодня не выигрываем, но если есть возможность, если объявляются такие конкурсы, мы стараемся в них участвовать. Да. А как вы думаете, какой литературный герой, произведение или автор могли бы стать визитной карточкой Удмуртии? Интересовалась я у коллег, тоже проводила соцопрос на эту тему. Ну и сошлись на мнении, что, наверное, это Италмас. Легенда Италмас. Есть Михаила Петрова такое произведение, которое переведено разными авторами на русский язык. Вот, наверное, это и произведение, и герой. Ну, конечно, сразу называют Лапшо Педунь.
И почему бы и нет? Наверное, в каждой культуре есть вот такие герои. Ну, авторов. Ну, не знаю, у нас в этом году мы одну из наших библиотек переименовали и присвоили ей имя Флора Васильева. То есть почему бы это не можно тоже сказать, что это тоже символ и вот как-то вот знаковая фигура для Ижевска, для Удмуртии. А есть библиотеки имени Ашальчаки? Пока нет. Может быть, где-то в сельские библиотеки, скорее всего. Наверное, в республике же достаточно количество библиотек. Ну вот, может быть. А у нас есть библиотеки разного плана. Есть вот библиотека удмуртской культуры и литературы, это библиотека на сегодняшний день имени Флора Васильева, библиотека имени Джалиля, это центр татарской культуры и литературы. У нас есть библиотека, несколько лет назад мы ее называли «Радуга культур», сегодня говорим библиотека «Территория мира», которая сотрудничает с различными обществами, которые у нас в Ижевске есть. Национальными, да. У нас есть библиотека «Центр психологического просвещения», у нас есть библиотеки именно детского профиля, скажем так, и библиотеки, которых приоритетом, например, является экология и все, что с ней связано. Вот, то есть, хотя при этом во всех библиотеках фонды универсальные, и там можно найти просто художественную литературу, или научно-популярную, то, что интересно. Но, тем не менее, немножко вот специфика комплектования этих библиотек отличается. И то есть литература по психологии вот в библиотеке имени Крупской, она достаточно хорошая, и в городе, наверное, другого такого фонда нет. А где она расположена? Она расположена на Автозаводская, напротив карусели. Понятно. Друзья, еще раз напомню вопрос второй. У нас продолжается игра. Первую книгу разыграли. Еще раз поздравляем Наталью. В каком романе Полина Дашкова впервые обратилась к историческому сюжету? История была связана с драгоценным камнем, найденным на Урале в XVIII веке. Еще маленькая подсказка. Это книга 99-го года. Вот. Звоните, если знаете ответ, 655-770. На кону подарки от Русской службы новостей, в том числе книга Полины Дашковой, которую сможете получить непосредственно на книжном фестивале. И сразу же можно будет с этой книгой в очередь за автографом к автору встать. Я думаю, будет такой приятный подарок. Итак, роман Полины Дашковой, где впервые она обратилась к историческому сюжету. 99-го года книга выпуска. История связана с драгоценным камнем. Звоните 655-770. А вот какой у меня следующий будет вопрос. Не так давно у нас здесь в студии был удмуртский писатель Ар-Серги. У меня сразу вопрос. А вообще книги удмуртских авторов пользуются спросом у публики? Или это всегда какие-то исследователи, то есть узкий научный интерес? Нет, мы же библиотеки массовые, то есть у нас научной литературы в меньшей степени ее скорее нет, чем она у нас есть. Мы рассчитаны на простого жителя этого города, поэтому у нас больше литература художественная и научно-популярная. Но тем не менее, краеведческая литература, безусловно, у нас есть во всех библиотеках. Более полный фонд – это библиотеки имени Флора Васильева, которая находится на 50 лет пионерии. Вот более точный адрес. Что-то я от волнения даже я забыла его. Ты чего волнуетесь, господи? Вы человек публичный, все время выступаете, разговариваете. Вот. Но, тем не менее, я не скажу, что прям за ней в очередь, наверное, стоят за литературу. Но спрос на эту литературу, безусловно, есть. И у тех же школьников, неважно, в силу того, программы что... или... Да, тем не менее, спрос на такую литературу есть. И можно прийти в библиотеку имени Флора Васильева, посмотреть, и мероприятия у них проходят всегда с интересами, авторы местные. И, может быть, и хотелось бы, чтобы чаще к ней обращались и чаще ее спрашивали. Но, тем не менее, мы находимся в городе Ижевске, и поэтому у нас эта литература есть, мы с ней работаем, мы ее продвигаем и поддерживаем интерес к ней. Вот так я скажу. Друзья, у нас буквально осталось уже несколько минут до завершения программы. Еще раз напомню вопрос. В каком романе Полина Дашкова впервые обращается к историческому сюжету? История связана с драгоценным камнем, с алмазом, который обнаружен на Урале в XVIII веке. Книга вышла в 1999 году. И вот по всем названным мною параметрам в Гугле уже можно найти было давным-давно название. Состоит из 2 слов. Если вы вдруг сомневаетесь, звонить, не звонить, звоните, пожалуйста, мы не кусаемся. 655-770.
Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. Русская служба новостей. Русновости.ру. За гранью возможного. Кому нужен этот Йемен? За рамками понимания. Мне неприятно слышать само название «Исламское государство», хотя они так и себя и называют. За рубежами. Так что от Чили до Мексики у нас хорошие отношения. По будням после 14 часов на Русской службе новостей. Русская служба новостей. Русновости.ру. Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в гостях Светлана Юрьевна Гусева, руководитель централизованной библиотечной системы города Ижевска. Мы сегодня собрались здесь в преддверии открытия фестиваля «Читай Ижевск». Стартует он 2 сентября, уже 4 сентября на центральной площади Ижевска. Любой желающий сможет прийти и встретиться с любимой многими писательницей Полиной Дашковой. Начало встречи где-то 6 часов вечера. Возможно, какие-то изменения внутри графика. Ну, в общем, это все равно можно будет после работы прийти или чуть-чуть пораньше в пятницу отпроситься и посетить встречу. Мы уже успели пообщаться с писательницей по телефону, пока готовили интервью для журнала «Республика». В сентябре, я думаю, оно уже там выйдет. Так что журналы «Республика» будут на этом фестивале. Можно будет с журналом подойти и получить автограф на этой статье. Но это, наверное, не самая главная информация. Но раз уж я заговорила о нашем присутствии на фестивале, то вот хочу вкратце сказать, что 3 сентября с 4 до 5 будет представлен вашему вниманию замечательный историк, бард Сергей Жилин, бессменный автор журнала «Республика». Все самые вкусные, интересные исторические материалы. Это все заслуги этого нашего любимого дяди Сережи, как мы его называем. Поэтому приходите. «Республика. Территория мысли». Так будет называться это мероприятие. Начнем мы, как я уже сказала, в 4 с 4 до 5 3 сентября. От нас будут подарки, ну а Сергея Жилина, естественно, истории о городе и не только. Он обещал взять гитару. Итак, друзья, мы продолжаем. Еще раз попробую все-таки дать небольшую подсказку. Название романа Полины Дашковой, где она впервые обратилась к историческому сюжету, содержит слово, которое мы называем вот то, что сейчас здесь происходит. Вот можно просто зайти, я не знаю, уже в Википедию, посмотреть список, значит, всех произведений, которые Полина Дашкова к сегодняшнему моменту успела опубликовать. Так вот, то, что сейчас происходит, называется «Эфир». Я уже вам вот откровенную подсказку даю, потому что мне очень хочется, чтобы книжку мы разыграли. Мы в вас верим, звоните 655-770. Ну и, наверное, под занавес нужно еще раз сказать несколько слов благодарности в адрес тех людей, кто уже 2-й год подряд помогает вам этот фестиваль проводить. Партнеров фестиваля очень много, их больше 20, даже, может быть, уже больше 30. Это очень многие средства массовой информации, я не буду просто их сейчас все перечислять. Это очень многие учреждения муниципальные именно в городе. Вот театр «Лев Партизанс» вы уже называли. Это и театр «Балаганчик», театр «Молодой человек». Это муниципальный хореографический ансамбль. Он будет выступать у нас с балетом. Группа «Сэппи» будут они у вас играть? Да, они будут у нас в день открытия, 2 сентября с 8 вечера. У нас будет их концерт. Так что это еще один повод заглянуть на Центральную площадь. Да, у нас много интересного. У нас будет и шоу мыльных пузырей, и мастер-класс, и рисование песком, и мастер-классы от журнала «Большая медведица». Много интересного будет на фестивале, и, может быть, еще привлечь внимание тем, что у нас дни будут тематические, то есть у нас будет этнодень, это будет четверг, пятница у нас будет, условно говоря, театральный, и суббота у нас будет литературный марафон. То есть кто готов презентовать свое творчество в рамках... В субботу можно прийти, в субботу читать прийти, стихи. Да, и насладиться уже славой. Поверьте в себя, может быть, Ижевск в этот день, 5 сентября, откроет какую-нибудь новую Веру Полоскову. Ну а кто знает?
Да. Все в наших руках. Итак, друзья, у нас есть звонок. Давайте попробуем пообщаться с нашим слушателем. Добрый вечер. Как вас зовут? Вы в прямом эфире. Здравствуйте, Олег меня зовут. Олег, очень приятно. Ваш вариант ответа. В каком же романе Полина Дашкова впервые обратилась к историческому сюжету? 50 оттенков серого. Ну, слушайте, ну какие же 50 оттенков серого, Олег. Спасибо вам, конечно, за вашу шутку. Вы нас сегодня серьезным образом разыграли. Но нет, есть у кого-то еще возможность. 655-770. Звоните к нам прямо сейчас. Ну, видите, у нас слушатели-то с отличным чувством юмора. Будем надеяться, что это все-таки было чувство юмора, да. Итак, скажите, пожалуйста, кто еще из писателей подтвердил свое присутствие? Кажется, Юлия Кузнецова. Юлия Кузнецова. А когда будет встреча с ней, мы вот об этом еще не сказали. Встреча с Юлией Кузнецовой запланирована на пятницу. Это будет в 2 часа на центральной сцене. И в субботу утренняя встреча в 11 часов тоже на центральной сцене. И в пятницу она будет проводить в детской зоне мастер-класс. А в какое время? Я думаю, что все это, да, нужно следить за анонсами в социальных сетях. В общем-то, и у нас в официальной группе ВКонтакте есть ссылки на ваше сообщество, поэтому тут ничего страшного. Заходите в ВКонтакт, пишите «Читай Ижевск». И вот, кстати, у вас уже такая достаточно многочисленная группа книголюбов, Ижевский, все-таки очень-очень много. Но поскольку все это время, как только мы с вами решили, что будем вам каким-то образом помогать в вашему фестивале, мы спрашивали у наших гостей их тройку самых любимых книг. Вот я свою приготовила, сегодня ее озвучу. И, конечно же, Светлана Юрьевна, ваша тройка самых любимых книг. Давайте. А вот все, что придет первое на ум. Булгаков «Мастер и Маргарита», Ремарк «Три товарища», Ирвин Шоу «Вершина холма». Замечательно. Вот, кстати, я должна покаяться, Ирвина Шоу я вообще никогда не читала. Вот, я думаю, пора мне все еще обратиться к этому автору. Но от себя лично я могу сказать, что очень люблю Теа Бекман «Крестоносец в джинсах». Когда-то даже ее публиковали здесь, в ижевских издательствах. Это замечательная нидерландская писательница, увы, уже ушедшая из жизни, но очень плодовитая, оставила огромное количество книг для детей и юношества. Это исторические романы. В общем, если вы все еще в душе ребенок, обязательно ищите, читайте. Причем такое семейное даже чтиво. Любят все и бабушки, и дедушки, и дети, и родители. Очень люблю книгу, опять же, Михаила Афанасьевича Булгакова, но я назову «Белую гвардию». «Белая гвардия» — это та книга, которую я читаю там вот просто с любого отрывка. И, пожалуй, это будет Терри Пратчетт, а книга «Мрачный жнец». Вот, так что, если ищете себе литературу новую, свежую, пожалуйста, может быть, мы будем полезны со своими рекомендациями. Эфир наш уже заканчивается, книжку мы вторую не разыграли, очень жаль. Ну, ничего страшного, друзья, за все нужно в этой жизни бороться, просто так никому ничего не дарим. А правильный ответ был очень простой. «Эфирное время», так называлась книга Полины Дашковой, где она впервые обратилась к историческому сюжету и рассказала историю, связанную с драгоценным камнем, который был обнаружен на Урале в XVIII веке, ну а потом уже история семьи, которая его хранила. Я же хочу от себя лично поблагодарить Светлану Юрьевну Гусеву за то, что она сегодня к нам пришла в студию, за то, что она так много сил, энергии отдает любимому делу, ну и за то, что фестиваль «Читай Ижевск» продолжает набирать обороты. Спасибо огромное. Спасибо вам. Русская служба новостей. Ижевск. Все главное сейчас.